Помогают сделать выбор во всех муниципалитетах волонтеры. Напомним, в этом году голосование впервые проходит только в режиме онлайн. И всем, кто по тем или иным причинам не может проголосовать на едином портале, добровольцы помогают сделать это в общественных местах. Подробнее о работе волонтеров. Виктория Науменко. МФЦ, торговые центры, площади и скверы – в этих часто посещаемых точках населенных пунктов волонтеры предлагают гражданам поучаствовать в судьбе родного города, решить, какая из общественных территорий в первую очередь нуждается в благоустройстве. Только в столице республики на улице города вышли 35 человек от 16 лет и старше. Они работают на 18 точках в Сыктывкаре и Эжвинском районе. Знаете ли вы, что сейчас проходит голосование за благоустройство общественных территорий? Волонтеры работают и в других городах – в Воркуте, Усинске, Инте, Печоре, Сосногорске и Ухте. В «Жемчужине Север» на территории города вышли 10 добровольцев. В основном это школьники и студенты, возможно, там в мере своей молодости, энергии это все интересно, но у нас также принимают участие и уже взрослые люди, там после 30-35 лет, тоже с активной позицией. Вот, они нам помогают в голосовании, но их меньше, естественно. 11-классница Ухтинской школы номер 2 Анастасия Семянина уже проголосовала за территорию для благоустройства – площадку возле профиля Ленина в микрорайоне Ветлосян. Теперь помогает в выборе другим ухтинцам. Девушка узнала о волонтерстве в школе от завуча и сразу решила вступить в ряды добровольцев. Мне показалось это достаточно интересным для самореализации, для того, чтобы научиться общаться с людьми еще грамотнее. Кто-то действительно соглашается на это, кто-то говорит, что у него нет времени и обещает проголосовать на госуслугах. Времени уходит не так много, как может показаться, тем более при необходимости волонтера всегда подменят. Анастасия вдвоем с другим добровольцем Викторией работают в МФЦ. Народу здесь всегда много, и у большинства в процессе ожидания очереди находится свободное время. Тем более процесс голосования при помощи волонтера занимает не более 5 минут. У нас 2 дизайн-проекта с парковкой. Вот такая примерно планировка. Так вот, и теперь еще раз тут. Я просто видела без очков. Так. Здесь еще клумбы есть. Вот давайте лучше с клумбами. Виктория тоже старшеклассница и тоже вступила в ряды волонтеров прежде всего для развития коммуникабельности, говорит девушка. Общаться с людьми, хорошо общаться с людьми, понимать людей, понимать их реакцию, хотят они, не хотят проголосовать, поучаствовать, сильно не приставать, объяснить все, самое главное объяснить все подробно и понятно, чтобы человек понял вообще, что ему нужно сделать. Проголосовать можно на стационарных компьютерах в МФЦ или через мобильное приложение, установленное на телефоне или планшете волонтера. Для подтверждения голоса необходимо будет назвать номер телефона, и голосующим поступит звонок из контактного центра. 3 последние цифры входящего номера нужно будет ввести в поле для подтверждения. Всю эту информацию подробно, пошагово объяснит волонтер. Отдать голос за выбранную территорию можно будет до 30 мая. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган.